интересны такие не совсем научные статьи, которые могут пригодиться как пчеловодам-любителям, так и профессионалам. Первая статья, она называется «О кузбасском меде и пчеловодстве и его основателе любимого». Рассказывает Владимир Борисов, научный сотрудник. То есть сегодня научная деятельность, она предполагает не только вот эти фундаментальные труды, но и предоставление информации через музейную деятельность. И в данной статье автор анализирует эту музейную деятельность в плане пчеловодства. То есть вот тут он прямо сфотографирован с ульем. Сапетка. То есть статья может быть интересна тем, что здесь представлена информация не только об научном трактовании пчеловодства, но и исторические его аспекты, становление развития пчеловодства в Кузбасской республике. Можем рассматривать его как с научной точки зрения, это аспекты изучения пчеловодства, биологии пчел, морфологии пчел, так и вот как люди понимали вот этот вот быт, как они добывали мед, какими способами готовили, что было им интересно на тот момент. Следующая статья – это неокотиноидные пестициды. То есть это те вредные вещества, которые люди в целях профилактики, в целях уничтожения вредных насекомых опыляют на поля. Но, как вы знаете, двух зайцев за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. То есть мы опыляем эти поля, но в то же время пчелы, мы же не можем их контролировать. Они тем самым на те же цветы, на те же медоносные растения садятся и заражаются. Отсюда идут болезни, отсюда идет уменьшение популяции, отсюда идут огромные экономические потери. То есть автор описывает с математической точки зрения, какие потери несут как пчеловоды-любители, так и крупные пчеловодческие хозяйства. Следующая статья – это апидологическая коллекция, то есть здесь иллюстрации. Это уже будет интересно тем людям, которые разводят разные сорта пчел. Но опять здесь рассмотрена как историческая часть, так и биологическая часть. Откуда начали появляться виды пчел, каково их распространение, ареалы обитания на России. Это очень огромная коллекция, созданная сотрудниками биологических кафедр России. То есть это огромные фундаментальные труды, на которые можно ссылаться. Следующая статья – это оптимизация состояния жирового тела и массы рабочих пчел осенней генерации. Еще одна немаловажная проблема для всех пчеловодов, я думаю, это зимовка пчел. То есть как ее пережить, чтобы пчелы без стресса для своего здоровья, для здоровья пчеловода перенесли зиму. И в данном случае автор статьи предлагает... Для нервного стресса пчеловода. Пчелы должны выжить. Да. И в данном случае автор статьи предлагает подкармливать пчел перед этой зимовкой. Вот я даже выделил для себя детским питанием Нэнни-2 с пребиотиками. То есть он проэкспериментировал, сделал выводы, что использовать данное питание для пчел будет оптимально, без стресса, без потери здоровья. Назовите название еще раз. Нэнни-2 с пребиотиками. Это детское питание, молочная смесь. Нэнни? Нэнни-2. Молочная смесь. Ну, это дорого, наверное. Ну, цену не указано, но написано, что намного лучше, чем вот эти химические. Я подтверждаю, что после отравления в 2019 году Пашкова Регина Степановна вызволила своих пчел с того света при помощи питания малютка. То есть это тоже детская смесь. Вот. А из-за того, что пришлось их закармливать сахарным сиропом, то потом сверху на верхосытку нужно все-таки давать вот это детское питание, то есть белковый корм с микроэлементами. И ее пчелы лучше перезимовали. В виде канди делала, наверное, да? В канди добавляла? Я ее не спросил, но я сравнил ее и мою зимовку, у нее лучшее перезимование. Хорошо, давайте дальше. Следующая статья – это холодовое оцепенение холодостойкой пчел. Еще одна немаловажная тема, потому что как обеспечить такие оптимальные условия для пчел, чтобы они не замерзли, не перегрелись, потому что у пчел такая особая биология,
среди семейства насекомых. И в данном случае автор статьи предлагает, вот даже у него дана динамика изменения у пчел жирового тела с ноября до апреля. Он создал оптимальные условия и описывает их. Если кого-то заинтересует, ознакомьтесь с этой статьей. Номер 7, да? Номер 7 за 2020 год. Перейдем к номеру 8. И сразу первая же статья, она посвящена экономическим ущербам пасеки, опять же в сельском хозяйстве после обработки пестицидов. Как вы знаете, сейчас у нас в Удмуртской республике введен закон о том, что в летний, весенний период при опылении вот этими пестицидами, при орошении полей будет проводиться информирование. Но опять же, как мы будем контролировать пчел, чтобы они не летали на эти опыляемые пестицидами? Уже информируют нас, да? Наконец-то. Все уже получают. Да, информацию. введен закон. Завтра у вас опыляют. Это И куда бежать неизвестно. Я дополню это. Ладно, что он ладно. сказал. Понятно. Следующая статья – это пасечные испытания пробиотиков подкормки пчел. То есть, опять же, тут даны два таких, как сказать, на сегодняшний момент более-менее экологически чистых, химически разработанных подкормки. Это «Спаси пчел» и «Пчелы Нормсил». Также показаны их как и отрицательные и положительные качества. Ну и если касается медоносных растений, то в каждом выпуске журнала подробно описаны как биологические характеристики медоносных растений, так и их польза для пчеловодов. У меня все. Спасибо. Молодец.